временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров с очередной рабочей поездкой в Благовещенском районе. Благовещенский район расположен в центральной части Республики Башкортостан, на берегах реки Белой, в 42 километрах к северу от города Уфы. Граничит с Уфимским, Иглинским, Кушнаренковским, Бирским, Мишкинским, Караидельским и Нуримановскими районами. Первый объект Ради Хабирова в Благовещенском районе – микрорайон Северный. Здравствуйте. Ни дороги, ни света. 2 года без света жили. Вообще ученики без света. Вот, А где 20... какой час? Вот рядом с посадкой. Еременской 52. Ну, смотрите, по дорогам вот мы как раз переговорили. Дороги, щебенкой будем отсыпать, вот прям большими объемами. Для этого мы и деньги даем. Вот сейчас, я говорю, 10 миллионов у вас пойдет сюда, вот часть денег сюда пойдет. Технику им поможем купить, это сделаем. По свету, пусть глава садится, думает, потому что по свету из республики мы выделяли уже деньги, чтобы включали дополнительно, потому что темно это плохо, я понимаю, безопасность это очень нужно. Рядом с лесом тем более. По газу, а по газу у них какая перспектива? У нас в том году, получается, по улице должны были проложить газ. Газ так и не проложили. Но в этом году сделали запрос, газ у нас есть по документам. Вот. В этом году обещают провести, за счет чьих средств это будет делать. То есть деньги... Деньги не списывают городского бюджета. Вот схема газоснабжения. Но в этом году будет газ? В году газ будет. И подключится. Ваша улица будет газ. Спасибо. Но я вот еще многим здесь говорю, тут есть, по-моему, категория подключения тоже самое дорого стоит. И имейте в виду, мы сейчас приняли решение для инвалидов, у кого семьи инвалидов есть, для малоимущих, там постановление скоро выйдет окончательно правительство. Вернее, постановление вышло, сейчас выходит положение, как это реализуется. Мы на подключение будем субсидировать. Но имейте в виду, просто что для тех, кто нуждается, вот такая скидка у нас будет. Мы остались, получается, без воды. Вот сейчас на данный момент протянули ту половину и эту половину. Но вот эти 3 тупика, они как бы не тупики, продолжение улицы. Вот Лазурная, начинается, да. Да, Лазурная, получается, Заводская, Кирпичная. Мы остались без воды. Почему эти 8 домов не затронули? То не есть 8, а 30 домов получается. Ну, в общем, 30 домов. Ветку центральную не забросили. Нам говорят, тяните за свой счет. Но как мы будем тянуть за свой счет, когда сейчас вода идет? То есть те дома, которые потом появились, они уже не вошли. Мы говорим, что вы будете построить за счет городского бюджета. Ради Павлович, разрешите? Жуков Сергей, депутат городского совета. Я, в принципе, знаком здесь с проблемами, общаюсь с людьми, достаточно плотный контакт имею. Мы, конечно, вопрос уже обсудили. Вот хотелось бы обратить внимание вот именно момент на вопрос снабжения. У нас большая часть все-таки финансовых средств ушла на 2020 год. Вот хотелось бы попросить от лица жителей все-таки попробовать рассмотреть возможность перераспределить бюджетные средства. Уже договорились. Поэтому у нас есть задача, еще раз говорю, газ, вода и дороги. Вот это 3 вещи, которые мы обязательно должны сделать. Понимание есть в этом году, сколько вы планируете сделать? 4 километра. 4 километра. Недостаточно, да? Это мало очень, да? Ну, во-первых, вы говорите в среднем, а я не про среднее, потому что столько денег, сколько мы вам в этом году выделяли, вам никогда не выделяли. Это не среднее. 10 миллионов только мы вам выделили на это. 10 миллионов, чтобы вы понимали. Даже если вы будете услугу покупать, это за миллион. Я вам самую дорогую цену называю. Уже 10 километров, понимаете? А учитывая, что вы щебенка, вы говорите, берете свою, техника своя, делите. Значит, в Архангельском районе километр дороги делать за 350 тысяч. Ну хорошо, вы делаете за 500. Делите пополам, вот вам 20 тысяч, 20 километров. Понимаете, вы там немножко оперируете цифрами, ладно? Здесь еще проблема усугубляется тем, что у нас организация, которая занимается отсыпкой дорог, у них крайне изношенная техника. Но скоро техника придет к вам. Самое главное, чтобы вот вы тоже поняли, что количество денег на дороге мы увеличили. Вот и эти деньги вам довести надо, чтобы они здесь были. Я понимаю, что Благовещенск большой, и не только сюда, наверное, дороги делаете, правильно, да? Но вот так вот посмотрите там по справедливости, чтобы было. Если действительно долго нет дороги, значит, в первую очередь туда. В первую очередь туда, потом в первую очередь туда, где социальный. Потому что я вот за этим буду смотреть. Понимаете? Можно вопрос еще? Лет 5 назад у нас по Верхней Прудовой мы ходили, чтобы воду провели, у нас вообще там воды не было.
И вот нам администрации сказали: Бадыкшанов, проводите своими силами. Мы сложились, провели воду, и нас водоканал оштрафовал за то, что мы самовольно как бы врезались. Потом запретили, закрыли все. Мы поставили общий счетчик на общий колодец. И вот с одного счетчика платим все складываемся. И на отдельный, на каждый дом абонентский счет не делают. Давайте, вот завтра собирайтесь здесь, делайте сегодня объявления ваши, пусть придут по домам, постучат. Вот, наверное, есть какие-то еще ТОСы, какие-то старшие, наверное, территории. Вот завтра встречайтесь, отвечайте на эти вопросы, а мне доложите. Ладно? Давайте так, самое главное, общаться с вами будут ваши начальники, да, для этого. По дорогам то, что я сказал, по газу сказал, поэтому сказал. Ладно? Свет, самое главное, столба. Свет, вот пусть посмотрят, вот посмотрите, там действительно, где совсем темно, надо сделать. Вот просто первоочередные все-таки дорога, газ, вода. Ладно? Договорились тогда? И завтра собирайтесь и вот задавайте вопросы, а вы отвечаете. А потом по всем вопросам делайте протокол, что обещали, делайте, ладно? И мне протокол пришлите. Дальше Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Благовещенскому району отправляется к дому номер 85 по улице Демьяна Бедного. Темы для общения разные, но в основном благоустройство, башкирские дворики и здравоохранение. Здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас? Давайте рассказывайте. Много вопросов. Хорошее дело хотели вам сделать, а что-то так не идет, да? Все напортили, сделали городскую стоянку. Ага. Вот перед тем, как ремонт начинался, к вам приходили с администрации, нарисовали схему, и сказали, обсудить. А вот с вами обсуждали. Я его, значит, Старший по дому. Вот я старший по дому, это Якупова, да? Поставили баннер. Кстати, убрали почему-то вот это. А кто убрал? Нет, вот само это. Кто убрал? Нет, подождите. Баннер. Я баннер обрезала, потому что он не соответствует действительности. Баннер я вам передала, да? А вот это столбы-то где они? Куда убрали-то их? Ну ладно, вот мне Так. важно другое. Вот вы старшая. Да. Вот мне самое первое, что важно понять, с людьми согласовывался такой, какой должен быть двор или нет? Потому что мы проголосовали. согласовывался все-таки, да. Давайте тогда, но все-таки вот. Я за благоустройство Подождите, не ругайтесь, пожалуйста. Можно я? Я повесила. Вот я просто хочу. Всегда разное есть мнение. Пожилые не хотят парковки, молодые хотят парковки. Это вопрос другой. Что у вас здесь вообще еще предполагается? Хорошо, парковка раз, так. Здесь, получается, это бордюр, ширение парковочных мест. Самое главное, то, что они просили, был проезд был прямо перед подъездом. Мы его изменили, чтобы исключить выход с подъезда прямо на проезжую часть. Соответственно, совместная игровая детская... Здесь вот тоже парковка, да? Да, там парковка, да. тоже. И совместная игровая площадка, мы сделали в этом городе, мы из плит основания и резина. Ну, смотрите, тут это Пусть они не заплатят. только здесь, не ваш дом. Вот такие ругани, уж извините, я вижу везде. Потому что молодежь хочет парковки, пожилые не хотят. Пусть Но надо платят. как-то договариваться. А тут, понимаете... Нас надо не как-то- спросили. Ну, к вам гости приедут. ну, Куда ну, вы? ну, Нас как не же так? спросили. Я одну вещь понять не могу. Ну, говорят, вот приходили, с вами обсуждали. Почему вы не выходите это сами? Да я даже не подумала никогда, что вот такая дорога будет, и такой тротуар. Вот тротуар узковат, да. Ну что это Тротуар узковат. Да, я уже И высокий. определяла. Как вот спускаться? Это высоко. А он еще, где подождите, зелень он сделают? еще будет асфальт поднят, Поднимут. потому что еще один слой асфальта, он поэтому будет поменьше. Давайте здесь договоримся. Во-первых, надо нормально закончить. Значит, асфальт ровно все сделать. Карманы Дальше, за понятно, счет- детскую площадку сделать. Ладно. Там плиты Я, и да, резиновые. этот двор в следующем году, чтобы сделать. Здесь крупномеры осенью посадите, так? Вот, Обязательно. дорожки просто, Мы уже так? об этом говорили. Значит, разметки сделать. Я здесь еще не вижу. Двор темный, нет? Освещение мы поставили. Нет, освещение тоже Поставили, будет. Есть, два да? освещения Фонари будет. освещения, чтобы Сегодня были. должны были поставить. Разметку, значит, делаем. Карманы у нас там за счет кого сделаны? За счет нас? Какие Вот карманы, которые На вот на той дороге стороне. сделали карманы. чтобы карманы. заесть. Да, А за это счет за кого? счет города, да? Счет дома. Они захотели сделать внутри, возле дома, парковку. Но тем самым каждая машина должна была заехать по пешеходу тротуару. Мы пригласили сотрудника ГИБДД. Я говорю, пожалуйста, ситуация, разъясните. Он говорит, каждому заезжему я буду писать штраф.
Соответственно, логическое было решение сделать уширение существующей дороги, дабы ничего не нарушать. Да? Это вот плохо, что люди не знают, когда. Вам надо вот и советы домов, что ли, собирать? Правильно вы говорите, надо советы собирать. Они практически не работают. Здесь ходил транспорт. Было очень удобно. 75А. А зачем убрали? Потому что посчитали, что коммерчески невыгодно. Но это неправда. Мы делали мониторинги, мы, общественники, делали мониторинги. У нас больше трасс отсутствует вообще. У нас полностью тариф нерегулируемый, все эти участники. Как они 4 года уехали. Ваш автотранс мы пригласили уже на прошлой неделе. Нет, они сами, мол, тихонечко ушли. На конкурс к нам не заходят на городские. Надежда Геннадьевичу, мое поручение с главой провести консультацию, на чем работает Башавтотранс здесь. Это неправильно. Башавтотранс должен. Башавтотранс для чего? Как раз те рейсы, которые те не берут, они ездят. Поэтому он должен быть. Спасибо вам большое. Спасибо. Почаще приезжайте. Приезжайте еще. Хорошо живем все равно. Лучше, чем... Хорошо живем. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Ральфович, ну, встреча такая была незапланированная и довольно шумная. Я всегда говорю, с людьми надо обязательно советоваться, как делать их дворы. Это же их дом. Это же, опять же, повышает стоимость их квартиры, их жилья. Это очень непростые все вещи. И поэтому очень скрупулезно надо с людьми обсуждать. Там, где это делается плохо, поэтому возникают вопросы. И видите, с людьми, когда объясняешь, они все же слышат, все понимают. Ну, это вы разрулили в данном дворе, а в других-то в каждый двор не заедете. Везде понимают. Полиэф – крупнейший производитель сырья для полимерной пищевой упаковки. Временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Благовещенскому району отправляется на это предприятие. Мы рады приветствовать всех собравшихся на торжественную церемонию, посвященную завершению реконструкции производства терефталевой кислоты. Аплодисменты, дорогие друзья! Уважаемые гости, для символического запуска нового производства мы просим Радия Фаридовича и Дмитрия Владимировича установить колбу с параксилолом на нашу трибуну. Символический момент, требующий аплодисментов. Ура! Дорогие, уважаемые гости, прямо сейчас на ваших глазах к нам приехала первая партия, которая уже совсем скоро будет направлена первому из многочисленных заказчиков, ожидающих российскую продукцию для своих производств. Итак, дорогие гости, торжественное открытие обновленного производства терефталевой кислоты состоялось. И это большой праздник для всей республики, для нашей страны. Мы вас с этим поздравляем. Ура! Мы на Полиэфе с какой целью? Мы хотим подняться на самый верх и посмотреть вот на Полиэф, как говорится, с высоты птичьего полета. Здесь мы разделить радость с предприятием, потому что действительно это большое событие для предприятия. Но я, конечно, еще воспользуюсь случаем, что мы с руководством Сибура переговорили о дальнейшем развитии, поэтому, знаете, как я говорю, вот одно дело закончилось, мы должны уже думать о новом, потому что только в развитии, собственно, и возможно достигать какого-то успеха. У нас был очень хороший содержательный разговор с Дмитрием Владимировичем. Первое, мы обсудили возможность все-таки локализации здесь предприятий малого и среднего бизнеса, который бы как раз брал продукцию, ту же самую терефталевую кислоту, и, соответственно, да, и производим, и потребляем сразу. И здесь дать возможность второго дыхания тому парку, что мы называли Химтеры, поэтому там есть довольно большое количество. Мы с ним проговорили вопросы, прежде всего, гарантированной поставки, что очень важно для того, чтобы люди сюда приходили и начинали разворачивать производство. Обсудили ценовую политику, я пока об этом говорить не буду, у нас идет диалог в этой части. И обсудили и возможности еще дальнейшего развития. У нас есть один проект, но мы договорились пока его четко не озвучивать, но мы уже начали эти переговоры и поддерживается это со стороны Сибура. Поэтому сегодня, вот видите, солнце даже появилось, 2 недели не было, видимо, в связи с этим.
Не могу не спросить про ситуацию, которая сложилась не так давно с рыбой в реке Изяк Это и с была мерами рабочая, безопасности. скажем так, это была история, не имеющая отношения к современному производству. Мы уже о них много говорили, что, первое, что я самое главное хочу сказать, что последствия ликвидированы. Значит, мы постоянно проводим, у нас рабочая группа проводит замеры. Последствия, значит, загрязнения ликвидированы, это первое. Второе, сейчас работает надзирающая структура над тем, чтобы возместить ущерб, причиненный, и компания «Сибур» очень четко на эту тему, мы тоже этот вопрос проговорили, они абсолютно готовы возмещать, это нормальная рабочая история. Вот, поэтому вот так. Хорошо, спасибо. Извините, пожалуйста, можно сфотографироваться с вами на фоне? Здесь крылья, Ради Фаридович, и полететь бы. Здесь у нас видно Агидель и заводы Башнефть. Самый первый корпус, где происходит синтез, это 101 корпус. Корпус... Самый первый, куда да, пароксилол. Вот там наливная эстакада и резервуарный парк. Там сливается пароксилол, уксусная кислота. Дальше насосами подается по эстакадам. Вот маленький пристрой, два головка торчат. Это как раз два реактора окисления. Там происходит непосредственно сама химия, то есть пароксилол. Те, которые были применены в процессе. Это мы на многих градирник на наших пишем, потому что поднимается пар. Многие думают, особенно когда зимний период времени, что это дым. Мы говорим о том, что это вода. Это испарение воды происходит. Поэтому там внизу написано вода, пар, чтобы не было фобий, потому что очень многих про химию, когда начинают думать, химия это страшно. Химия это... Современная химия это не страшно. То есть вот это перестали кислота, она теплая, она только что прошла сушилку. Вот из нее получается вот такие пластиковые. Да. Ее потом дальше на производстве ПЭТ смешивают с моноэтиленгликолем. Тоже происходит химическая реакция и уже получается пластик. Мы из ПЭТ делаем бутылочный ПЭТ, который идет на производство именно упаковки. А в Могилеве делают именно волокно, который идет на нити и волокна, из которых шьют ткани и производят одежду. То есть вот наша одежда, она в принципе на 80% состоит из волоконного ПЭТ. Пруд Благовещенский – это незапланированный объект в рабочей поездке временно исполняющего обязанности главы Башкортостана Ради Хабирова. Как водоем, пруд известен в истории еще с XVIII века. В разное время выполнял разные функции. В основном здесь купались, отдыхали, рыбачили. Сейчас берега пруда заросли камышом, дно заилилось, вода непрозрачная. Здесь шикарное место. Вот его облагородить, оно классно было. Сейчас проходит экспертизу. В 2020 году будет достоверно-сметная документация на конкурс. И в 2021 они поставят. Стоимость проекта примерно 110 миллионов. А кто проект делает? Проект делает институт московский. Делает. А почему московский делает? Там экологические какие-то вещи. Экологические. Да. Это проект именно очистки дна. Очистки. От ила. Нам сначала вычистить все надо, а потом следующим этапом. Он не узнавал, когда последний раз чистили? Старожилы не помню. Здесь у нас сезонный спуск полностью. И он... Мы его можем полностью отсушить. Это пруд, в общем, да? Сегодня это пруд. Но на реке Потеха. А глубина какая здесь? Метр. Всего метр? Да. Метр. Но это вот за счет того, что... Иловый, да. Есть еще такая форма. Дождаться зимы, резать и вывозить. Поставить потом трактора, собрать и за зиму сделать, углубить. Обязательно углублять надо, она всегда будет сесть. Да. У вас какое видение есть по нему? Что хотите делать? Ну, прежде всего, конечно, облагородить его, потому что раньше здесь были у нас и купался народ, здесь у нас. Но здесь мы, опять-таки, архитектурный факультет Уфимского нефтяного привлекли, чтобы они нам визуализацию какую-то сделали, что можно в последующем сделать. Обязательно прогулочные зоны, восстановить лодочную станцию. Зимой как можно тоже. Почему здесь вот эта конструкция? Это регулирует уровень воды в озере. Мы можем его
приподнять, мы можем его подпустить. Ральф Ильич, а мы с какой целью здесь? А мы встречались с жителями, жители попросили посмотреть, вот какой чудесный у них городской парк, но который требует, городской пруд, который, любимое место на самом деле горожан, благовещенцев. И вот просили посмотреть, и мы обсуждаем сейчас, что можем сделать. Место волшебное, конечно, просто волшебное. Но явно, что надо сюда вкладываться и делать одно из лучших мест опять. Здорово. Дальше временно исполняющий обязанности главы Республики Башкортостан Ради Хабиров отправляется на арматурный завод, градообразующее предприятие Благовещенска. Открыли его как медиаплавильное производство в 1756 году. Основные потребители современных цехов – ведущие нефтегазодобывающие и энергетические компании России. Ральф Ильич, у вас такой тоже опять необычный объект, не совсем рабочая поездка, или вернее рабочая, но необычная. Это Благовещенский арматурный завод, крупнейшее предприятие Благовещенска. Просто хотели посмотреть, пройти, как что здесь. Мы считаем Благовещенск одним из таких серьезных точек для развития. Довольно удачно расположен. Он примыкает к Уфе. Соответственно, вся инфраструктура Уфы тоже им доступна. Поэтому старые традиции, наличие трудовых ресурсов достаточно. Вот. Поэтому будете совещаться? Будем решать. Спасибо. Я не знаю, ее нашли, как сказали, то есть это даже не то, что сохранилась, так скажем, какая-то история там у нас, да, ее нашли где-то на трассе. Мы думали, это ваше. Нет, это наше, но, так скажем, не на трассе, я имею в виду не на автомобильной, а на трубопроводе. Миргаевский Миргалевич, председатель Совета ветеранов, куратор музея. Здравствуйте. Это вы награждали меня медалью 100 лет в Башкирии. Ну вот музей образован в 1982 году. А завод сам построен по указанию, значит, по решению Берколлегии Оренбургской 1755 года, в 1956 году. Купец Мясников, единственный купец, владелец завода, потом дворяне Хлебниковы 60 лет и князья Дашковы правили до революции 17 года. В 18-м национализировали завод. Так вот, Мясников привез 109 крепостных, башкиры они не любили, а не оседлый народ был. Здесь тайга была. Построили вот эту дамбу. Вот дамба – это самое первое сооружение города. В 1957 году начали плавить медь уже. За 150 лет выплавили 10 тысяч тонн меди. Это очень много. А меди в килограмме 3-5 грамм. Это возили за 200 верст на лошадях, на баржах. Сюда. Здесь меди нет вообще месторождений. Потом медь закончилась, месторождение, начали плавить чугун 100 лет. И в 1942 году, значит, война эвакуировала Туапсинский механический завод с оборудованием, с людьми. И начали делать для нефти, газа оборудование. И в 1942 году мы первую задвижку сделали, чугунную, лугло. Эта задвижка, значит, предназначалась для нефти, газодобычи и переработки. И ПУЖХ работала на них, все вот эти организации. Ну, любой дом построить надо задвижку. Поэтому это как хлеб нужно все. Ну вот, а в 49-м мы стали плавить, чугунную делали. В 49-м выучили, стали плавить сталь. И стальная арматура. Вот эта арматура, фактически углерод, нержавейка, молибденистая нержавейка и холодная сталь. Она выдерживает температуру от плюс 600 до минус 60. Наши задвижки летали в космос, ЗКЛЕ. Около 2000 работающих, 1700. Пенсионеров 937 человек, 109 из них работает. Мы еще, я в Совете ветеранов района, мы выпустили книгу, дарим вам, Совет ветеранов от создателей. Это Благовещенск, годы войны. Спасибо большое. Все, спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо. Мастер спорта по какому виду спорта? Мастер спорта по какому виду? По ориентированию на местность. По ориентированию на местность. Член сборной Новосибирской, ЦС «Зенит» и Башкирии. Спасибо.
На сегодняшний день арматурный завод представляет из себя ключевые такие объекты, как литейное производство, кузнечно-прессовое производство, склад готовой продукции и механосборочные цеха. Наше предприятие выпускает задвижки клиновые, клапаны обратные, поворотные. В данном случае задвижки клиновые предназначены для перекрытия потока транспортируемой среды в технологических целях или в аварийных целях. Клапаны обратные поворотные предназначены для предотвращения обратного тока среды, самотока среды. Устанавливается на насосных станциях в случае аварийной установки. Здесь имеется в виду нефть или... Нефть, газ, сопутствующие продукты. Да, универсально. Программу производительства труда вошли, нет? Да, вошли. Сейчас будем взаимодействовать. Я посмотрел, то есть мы в нее вошли, так скажем, более плотно, уже будем по ходу действовать. Очень открытый народ. Да. Очень открытый. Там он есть такой. Вот наш склад. То есть все, что видите справа, это свободный рынок. 2 пролета. Вот этот пролет, так скажем, комплектующий, где происходит комплектовка. Тот пролет, это где мы, так скажем, накапливаем, потому что заказ состоит из нескольких, так скажем, изделий, да, комплектуем заказ уже, и он уходит потребителю. Ради Фридович, вот это предприятие, градообразующее предприятие Благовещенское, и по сути это то место, где рабочие места, где налоги, где бюджет пополняется. Да. Как вы оцениваете ваш визит сюда? Ну, знаете, поверхностно не скажешь. Мы посмотрели показатели неплохие. Что смущает вот традиционно для наших многих, не очень высокой зарплаты. Это вот, какой здесь размер? По-разному, начиная от 20 до 30. Вот я спросил установщиков, одна из самых квалифицированных тяжелых работ, это небольшая зарплата. Вот. Плюс, соответственно, в то же время, что радует, предприятие ведет инвестиционную деятельность. Мы им как раз предложили воспользоваться теми мерами поддержки, которые в нашей республике есть. Поэтому директор сейчас готовит материал, и мы его опять на инвестчас, и там на инвестчасе будем всем Вы там на инвестчасе увязываете, получается, да? Что в одном месте делать, что в другом месте, что Нет, там мы полезно увязываем их потребности, и что мы можем помочь на самом деле. Потому что у нас же есть довольно широкий перечень, серьезный инструментарий поддержки. Вот, и поскольку все-таки хочется видеть, чем республика дышит, что производит и как это работает. Мы решили сегодня же здесь, прямо в здании завода управления, провести инвестиционный час. Там будут рассмотрены другие вопросы. Такая вот ознакомительная история. Городу надо помогать, совершенно очевидно. Как-то вот, знаете, бывает так, что он вроде Благовещенск примыкает к Уфе, и вроде рядом, а блага Уфы, в некотором смысле, скажем так, республики, может быть, не в полном объеме доходили. Поэтому традиционно будем помогать. Вот скажите, часто жители задают вопросы, что потом по итогам поездок происходит? Вот вы даете периодически поручения. Делайте они все находятся, они все на жесточайшем контроле аппарата правительства, контрольного управления главы администрации. Я даю 5 дней на составление протокола поручений по итогам любой моей поездки. Потом остановится на контроль и пошло-поехало. Я вот сейчас, как раз что-то около 10 месяцев прошло, где-то через месяц я буду анализировать ход исполнения. Там поручения и членам правительства, и правительству, там поручения главам администрации, там такая довольно пестрая картина. Вот начинаем мы сейчас анализировать. В целом мы постоянно держим на контроль, мои поручения довольно добросовестно исполняются. Исполнительскую дисциплину мы их поправили, хотя есть очень много недостатков этой. Идеального пока я не могу сказать. Выправим эту ситуацию. Получается, мы через некоторое время сможем снимать, тоже показывать жителям? Да. Спасибо.